Здравствуйте, дорогие друзья! Это ЕТВ, телевидение мнений, в эфире «Зверский понедельник». Мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными породами наших домашних питомцев. Сегодня речь пойдет о выносливой, дружелюбной и крайне очаровательной породе собак. Все о сибирских хасках мы узнаем прямо сейчас в студии. У нас гости, заводчики вот этой замечательной породы Павел Смолин и Алина Деменева. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, расскажите, что за порода, откуда она возникла? И правда ли, что хаски считается одной из самых древних пород собак, в десятку входит древнейших пород, и почему тогда они до сих пор так популярны? Ну, занервничал. Не переживай. Но дело в том, что я допустим, первых хасок я встретил в 82 году на Чукотке. Тогда вот голубоглазых, во время полярной экспедиции. Во-первых, они очень красивые, они дружелюбные, они спокойные, то есть вот по характеру видно. Конечно, там иногда своеобразное отклонение бывает, но в основном они вот такие красавцы. Ну а как тут не любить? Да, где-то последние лет 5 они стали вообще очень популярны, причем по всему миру, не только у нас, значит, в России. Снежана Павловна. Вот считается, что вообще родиной ездовых лаек считается Россия. Все-таки это Чукотка. Вот я хотела спросить, русская наша порода? Это русская, да, наша порода. А как раз таки когда был СССР, когда был расстрел хасок, про который все знают, только американцы там сохранили на Аляске какую-то часть хасок и присвоили себе это звание, что якобы хаски это исконно пошли от них. Хотя на самом деле все-таки считается, что родиной хаски является Россия, Чукотка. Они называются сибирские хаски. Да, вот от этого именно и пошло все. А чем отличаются хаски от других северных пород, маламуты, самоеды? Чем отличаются? Считается, что маламут... Считается, что... Да, занервничал малыш. Считается, что вообще самоеды маламуты – это тяжеловесы. То есть 6 самоедов способны утащить такой груз, который утащит только 8 хасок. Но опять-таки хаски, они считаются более компактные, более выносливые. Они и мельче, собственно, чем маламуты и самоеды. И считается, что их сердечная система и мышечная система более предрасположены именно к ездовым, к большим расстояниям, скажем так. Самоеды и маламуты, они тоже, конечно, считаются ездовыми, они А вот по поводу дружелюбности по отношению к человеку, кто из них выигрывает, так скажем? Все. Да? Нет, я бы сказал, что хаски более дружелюбные. У маламута они немножко более злые. То есть есть такая черта, да. И самоеды то же самое. А хаски, они считают, во-первых, они на уровне с хозяином, они, абсолютно самостоятельные. Что случилось? Почему разнервничался малыш? Хаски вообще, на самом деле, не могут сидеть на месте. Это именно, в принципе, признак породы, что им постоянно нужно что-то делать. Это очень энергичные товарищи. Постоянно нужно и бегать, ездить или просто хотя бы. Это только у щенков или взрослые же вроде спокойно сидят? Это пока спокойно. Вообще у хасок, самое боевое время это примерно до 5-6 лет, то есть с года. А им уже, у нас по 8, да, где-то лет уже. Балта 8, Балта 8, Снежане 6. Снежана это белая, да? Снежана Павловна, да. А почему белая? Какие-то разновидности есть сибирские хаски по окрасу? У нас, всех видов хаски есть. То есть черно-белая хаска, это белоснежная голубоглазая хаска. Хаски отличаются, во-первых, цветом глаз. Есть чисто голубоглазые, как эти ребята, да? Есть чисто кореглазые, как Кузьминична наша, Кузьминка. Это маленькая Кузьминка. Да, кореглазая. А есть разноглазая, голубой глаз, карий глаз. Но это зависит от того, что бывает родители, папа кореглазый, мама голубоглазый. Получается, обычно в помете примерно треть разноглазых, треть голубоглазых, треть кореглазых. Как раз спрашивают наши зрители, а разноглазые собаки это нормально или это брак помета? Я не встречала у других пород разных глаз, у хаски это вроде как часто встречается. На самом деле это нормально. То есть вообще, по идее, разногласие – это такое явление, называется гетерохромия. Это с научной точки зрения дефект. То есть это переизбыток или, наоборот, недостаток такого пигмента, как меланин. И у хасок этот дефект допущен.
То есть разноглазые хаски спокойно могут участвовать в выставках, и это не является дефектом. И довольно-таки часто встречается у хасок, ну, это генетика. То есть все этим объяснено. А вот теория о том, что коричневый цвет глаз появляется из-за того, что хаски приезжают в город, тут нету снега, и у них выцветает этот вот замечательный голубой цвет. Это Это все, Нет, по-моему, миф какой-то. это Это да. вообще исключено в принципе. То есть это все То есть ерунда. смена глаз невозможна. Как родилась голубоглазая, так и будет голубоглазая. Бывает, конечно, вот многие щенки рождаются, у них как бы такая синева в глазах, но которая проходит через 2 недели, когда уже как бы понятно, какой цвет глаз. Кузьминка. Но то, что там чего-то, кого-то, кто-то там, какие-то цвет глаз меняется, нет, это исключено. Ну вот они такие не сидят на месте, да, и вообще по своей сути очень выносливые собаки, которые требуют длительных прогулок. Можно так держать в квартире и там вот как обычных собак выгуливать там раз в день, максимум 2 раза в день? Ну, по-честному, можно, если нет? выгуливать, то только, наверное, раз 5 или 6, вот, если не больше. Не ходить на работу. Ну, это образ жизни уже держать собаку, тем более дома. Конечно, им лучше всего жить на улице, бесспорно. Там, где они во дворе могут бегать, там сами где-то в вольере. А дома они, во-первых, если их оставлять дома, то можно прийти, значит, и, как вот Алина говорит, вечный ремонт будет. То есть это драные кресла, обгрызанные углы. Это вот не- То есть излишек энергии? Да, они не любят оставаться одни, не любят. Они очень компанейские собаки. Вот, поэтому вот конец соседей. это проблема, да. А ну вот как-то можно выйти из положения, не знаю, в квартире какой-нибудь тренажер поставить или как-то еще? Не. Вот тоже буквально недавно был случай. Поселили на несколько дней на балконе, балкон большой, хаску поселили. Балкон большой, казалось бы, все дали, и косточки, и все, и гуляли раз по 5 в день. Но, тем не менее, вышли на 2 часа, через 2 часа мы увидели такую маленькую дырочку, то есть выгрыз бетон. То есть вот как вот такое, по сути, Искал возможно? выход. Это же невозможно. Но вот выгрыз маленький кусочек, вот такая ямка бетона. То есть вот... По поводу дружелюбности. Говорят, что вот хаски единственные, кто ни при каких обстоятельствах не укусит человека, даже если там будут уши выворачивать, крутить, вертеть. Правда это или нет? И как тогда вообще там, ну, хозяину обезопасить себя? Все-таки вид производит впечатляющий. Идешь с большой собакой, а она добрая и пушистая. Ну, Ну, тут, значит, что можно сказать? Дело в том, что очень многое зависит от воспитания. То есть из хаски тоже можно сделать охранную собаку. У нас такие случаи, в общем-то, бывали. То есть, и зависит от характера, от человека. То есть если человек добрый, значит и собака будет доброй. Если человек злой, собака может стать тоже злой. Ну и потом, если на цепь посадить любого, то он тоже, тоже озвереешь немножко. Но Вот. это правда, что их вот, выводили как породу вот, в древности, именно как дружелюбную, которая Да. будет к человеку предрасположена? да, чукчи специально выводили. Даже бывали, ну, как пишут вообще в книжках, что якобы там несколько тысяч лет назад прямо вот они ходили, и они даже спали, когда был сильный мороз, они укрывались хасками, чтобы хаски их грели теплом. И даже есть такой миф, что якобы когда ребенок рождался, по поверью там клали хаску, чтобы она его согрела в морозные времена. Вот. Это вот такой миф. Ну, На в самом деле, не знаю, экспедициях на это самом деле, нормально. так То есть мы много путешествуем. Как бы, вот я занимаюсь уже 30 лет собаками, именно хасками. Вот. И в экспедиции ложишься на снег, собаки ложатся на тебя. Это нормально. То есть на Чукотке там вообще охотники специально готовят упряжку, что лег, собаки раз сверху. Это они потому что всем считают хорошо. членом стаи или потому что пытаются согреть хозяина? Нет, чтобы тепло было. Прямо, значит, ложатся на человека. Как... Ну вот по поводу экспедиций и вот их работы, да, то, что вот они на санях катают. Спрашивают наши зрители, интересно, они возят детишек на санках по городу? И вот в принципе, да, вот сейчас актуально запрягать хасок в санки? Но на самом деле мы и занимаемся катанием на собачьих упряжках. То есть мы вот сохранили эту традицию. Сколько собака одна может вот за собой веса потянуть? Ну, собака работает, тащит свой вес. Вот она весит 22 килограмма, там 25, да? Она может долго работать, тащить вот этот вес. Значит, в рывке может в 3-4 раза превышать. То есть вес там, есть такие даже соревнования, когда собак, значит, кто больше сдвинет с места груз.
Вот. В одной Это- упряжке сколько собак? В одной упряжке, ну, По-разному можно ставить. от 2 до 20 ставить. То есть, вот, допустим, гонки Айдитарут на Аляске проводит, там 18-20 собак в упряжке. У нас чемпионаты России, вот, в которых мы участвовали в 2 чемпионатах, там от 4 до 6 собак. То есть, ну, вот в среднем. Вот 4 собаки вполне достаточно, потому что больше уже, ну, так скажем... А у них какая-то слаженная без- работа, они как-то друг с другом общаются? Конечно, конечно. Как-то говорят, Есть- что ты главный, Есть а ты там вожак, позади? есть основной вожак коренной, который стоит тунарт, он подгоняет всех. Есть вот, допустим, Снежана у нас, она у нас вожачка, она впереди бежит, и все ребята за ней тянутся, пашут как ежики. Она вообще бегает необычно, у нее такой бег какой-то своеобразный такой, интеллигентный какой-то. Вот, она хорошая вожачка. Балта тоже вожак, тоже впереди ходит. Без денег. Ну, он уже возраст 8 лет, да, они начинают уже понимать, что можно не работать в упряжке. Можно, а да. сачковать. Ну, вообще, вот как бы Снега. вожак, он определяет скорость и направление упряжки. То есть он, по сути, самый главный. Вот, середину ставит таких среднячковых, вот, ну а сзади кто действительно, да, подгоняет, и чтобы среднячковые боялись и бежали побыстрее. Вот такое тут правило тройное. А иногда даже в вожаках ставит самого трусливого, чтобы он от всех бежал. То есть у страха, да, глаза великие, чтобы вперед. Есть какое-то правило, как, например, у лошадей после работы там нельзя сразу поить, кормить, или, может быть, там перед дорогой, наоборот, там хорошо, плотненько пообедать? Поить-то можно, значит, но наши вот собаки питаются 1 раз в сутки после работы. С утра их кормить нельзя, потому что иначе они просто работать не будут. Ну, или Вот. заворот. А водой поить не проблема. То есть, дело в том, что зимой значит, снега достаточно, они снег едят. То есть им воды вообще не надо. Ну а летом, ну а как не поить? Это не проблема. Что едят? После работы полчаса-час надо дать отдохнуть, чтобы организм восстановился. Значит, отдохнул немножко, и тогда уже можно кормить. Что в рацион питания входит вот основное? Ну, у нас, что мы сами едим, то и значит, наша Натуральная, собачья натуральная корм. Да, еда. натуральная еда. Мы не любим сухой корм. Вообще у хасок на самом деле неубиваемая пищеварительная система. И Тьфу-тьфу-тьфу. Да, вообще в принципе, то есть не бывает проблем с пищеварительной системой. Это как бы генетически Они даже едят заложено. все, что жуется. Да, и как бы советуют промышленные корма вообще, то есть не давать. И ветеринары все, и вообще в принципе, то есть ну, не надо так экспериментировать. Конечно, некоторые кормят кормами, ну, тут уж как повезет. Наши зрители заинтересовались умственными способностями хаски. Кто умнее, хаски или овчарки? Этот вопрос на самом деле очень многие задают. И могу сказать, что каждый тут все индивидуально. Нельзя сказать, что хаски там умные или овчарки умнее, или хаски умнее. Тут это все индивидуально, зависит от способностей. Есть там, ну как у человека в принципе. То есть овчарки, они просто более поддаются дрессировке, чем хаски. Потому что с хасками все-таки сложнее, и надо прямо с самого, там, не знаю, щенячества, там, чуть ли не с 2 месяцев вот прямо дрессировать, чтобы хотя бы собака просто слушалась и была предана. Кстати, о преданности овчарки тоже, они более преданные, чем хаски. Хаски, они более самостоятельные. И, Независимые, да, так скажем. независимые. То есть иногда им наплевать на хозяина. У нас сколько случаев было, убегали. Вот у нас недавно убежали. Вот у Кузьминки папа убежал 1,5 года. И так вот 2 месяца уже нету, не знаем, куда исчез, как в воду канули вдвоем. То есть они, получается, в какой-то степени не признают хозяина? Они считают хозяина как бы на равных. То есть, и они независимы от хозяина. Это вот такая характерная черта, скажем, для хасок. Вот это не всегда приятно, потому что когда, ну, сколько случаев, говорю, было, что собака убегает, хотя хозяин ее любит, там, ласкает, кормит, поет, там, рядом девушки живут, значит, вроде бы, куда бежать, от кого? Вот у нас вот... Все-таки свободолюбивая порода. Да, это вот, кстати, это, значит, сказывается волчья кровь. То есть хаска – это смесь лайки с волком. Ну, испокон веков, как говорится, сложилось. Гости, спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли к нам порадовать вашими питомцами, показать счастье им и здоровье. А я с вами прощаюсь. Увидимся с вами на следующей неделе. Спасибо.